И опять на узбекско-кыргызской границе тучи, как поется в песне, ходят хмуро. Новогоднее настроение в республиках было омрачено сообщениями с узбекского анклава на территории Кыргызстана. Вот я говорю эти слова и сам поражаюсь. Разве мог я представить такое в 80-х, когда ездил на гастроли в эти гостеприимные республики? Люди жили как братья, как одна семья. И это не пустые слова, я знаю, о чем говорю. Но в наследие от общего советского дома, к сожалению, людям достались неподеленные границы. И обиды все копятся, и разногласия растут. Он попал к нам в тяжелом состоянии, с тяжелым сотрясением мозга. Несколько часов лежал без сознания. Исраил – один из тех самых 30 заложников. Его похитили 6 января и более суток продержали в гараже больницы узбекского села Хушьяр. Я ехал домой. Смотрю, толпа направляется в мою сторону. Вышел из машины, хотел спросить, в чем дело, из-за чего так шумят. Но меня никто и не слушал. Начали меня бить, пинать. Машину мою перевернули, а меня увезли к себе. В тот день мужчина был за рулем этой машины. Нынешнее состояние своего нового автомобиля он еще не видел. Я в России год и 7 месяцев проработал. На деньги, которые накопил, купил эту машину. И месяца не прошло с момента приобретения. Можно сказать, машина была результатом 2-летнего моего труда. Теперь же Nissan стоит уже как результат нерешенных межграничных вопросов. Жена попросила соседей завезти разбитую машину во двор. Ведь это было первой большой покупкой семьи. Видите, что с машиной сотворили? Выбили окна, двери. Можете представить, что они могли сделать с простым человеком? Наверное, у моего мужа есть ангел-хранитель. Жив остался. Вот дверь не закрывается. Пришлось завязать. Супруга Исраила пытается скрыть свое переживание. Дома 3 маленьких детей и больной свекр. О том, что отец в тяжелом состоянии, Курманджан детям не говорила. Смотрю по телевизору, нашу машину показывают. Потом показали папу. Опухший, здесь синяк, и вот здесь синяк. Все время смотрю новости. Разбитую машину нашу 100 раз уже показали, а папу только 1 раз. Поехать в центр и проведать мужа женщина не может. Боится оставлять детей без присмотра. Ведь приграничный конфликт еще не решен. Простыми переговорами дело не уладим. У людей уже терпение лопнуло. Это же не первый случай, даже не второй. Такие стычки у нас каждый год. Просто первый раз такой общественный резонанс. На нашу проблему наконец-то обратили внимание. А так всю жизнь конфликтуем. Из-за пастбищ, из-за воды. На этот раз яблоком раздора стали опоры линии электропередач. Они были установлены вдоль дороги, расположенной между узбекским селом Хушьяр и кыргызским селом Чарбак. Вот здесь установлен был столб. Отсюда приехал трактор и начал бить по основанию столба. Он упал прямо на крышу этого дома. Видите? Шифер полетел. Говорят, на свою сторону устанавливайте столбы. Установленные вдоль дороги столбы должны были обеспечить новую кыргызскую погранзаставу электричеством. Но жители узбекского анклава решили, эти самые опоры незаконно пересекли границу. Раньше вот до того места была кыргызская земля. Потом граница переехала аж вот до этого РК. Теперь говорят, что граница проходит посредине этой дороги. А завтра что? Огороды наши захватят? Вот смотрите, получается, сейчас половина этой машины едет по Кыргызстану, половина по Узбекистану. Ну разве такое возможно? В результате конфликта были избиты и взяты в заложники более 30 человек. Разбиты 20 машин, сломано 15 опор линии электропередач и разрушена система водоснабжения. Пьем вот такую воду. Сейчас не время выбирать. Водоснабжение тут еще не восстановлено. Те, у кого есть машины, ездят за водой в соседнее село. Уставшие от постоянных конфликтов приграничные жители требуют оградить их от соседей колючей проволокой. Но власти обеих республик уже 20 лет не могут определить, где именно должна проходить граница. Мы не можем устанавливать какие-то сроки для решения вопроса с границами. Если сами себя вгоним в какие-то временные рамки, то можем проиграть, пытаясь успеть к сроку. Вы, наверное, знаете, США и Канада уже 200
200 лет не могут определить свои границы. Конечно, мы не просим 200 лет, но и на скорую руку эти вопросы решать нельзя. Видя, что переговоры дипломатов не приносят желаемых результатов, натерпевшиеся люди пытаются самостоятельно ускорить затянувшийся процесс. Мы будем блокировать дорогу до тех пор, пока не протянут колючую проволоку, пока не определят границы, пока мы не будем чувствовать себя в безопасности. Потом, пожалуйста, пусть делают, что хотят. Через 4 дня после ЧП в селе Чарбак восстановили электричество. Жизнь входит в обычное русло. Жители анклава начали выплачивать компенсацию за нанесенный ущерб. Но все это устранение последствий. Причина болезни остается. Исраилу сказали, что его машину восстановят в первую очередь. Но он этой новости уже не очень-то и рад. Мужчина задает вопросы, на которые политики никак не могут найти ответы. И честно не обещают найти их в ближайшем будущем. Машину ладно, а вот здоровье как они восстановят? Говорят, последствия обязательно будут. А как восстановят здоровье родителей моих, переживавших за меня и за моих детей? И как нам жить в постоянном страхе? Жизнь в приграничном районе стала похожа на военное положение. Исраил, как и большинство односельчан, готов покинуть родное село. Вот только было бы куда.